4 уголовных дела возбуждены в отношении жителей, причастных к возникновению лесных пожаров на территориях 3 районов республики. МЧС отмечает, что на сегодня дознавателями Госпожнадзора установлены 17 лиц, имеющих отношение к возникновению пожаров в лесах. 9 из них привлечены к административной ответственности в виде штрафов. По результатам процессуальных проверок возбуждены 4 уголовных дела. 2 в Среднеколымском, по 1 в Тампонском и Алекминском районах, говорится в сообщении МЧС. Всего с 24 апреля по 27 сентября проведены более 2500 патрульно-рейдовых мероприятий. С начала лесопожарного периода в регионе были выставлены 377 постов, ограничивающих допуск населения в леса, которыми пресечено и отказано в доступе в лесные массивы более чем 10 тысячам граждан. Кроме того, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составлен 251 протокол об административном правонарушении и вынесены 197 постановлений об административном наказании. Работника службы доставки в Якутске задержали сотрудники Росгвардии по подозрению в краже. Он подозревается в краже парогенератора стоимостью 4000 рублей, который был похищен из подъезда дома по улице Лермонтова. Прибыв к месту происшествия, росгвардейцы установили подозреваемого, работника одной из служб доставки, приметы которого зафиксировала камера видеонаблюдения. Отмечается, что подозреваемый не успел скрыться и был задержан с поличным в своей машине во дворе данного дома. 42-летний мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Жительница поселка Усть-Нера задержана по подозрению в убийстве мужа. В Восточно-Якутске межрайонным следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 59-летнего мужчины в одном из домов с признаками насильственной смерти криминального характера, а именно колото-резанными ранениями шеи. О смерти мужчины в правоохранительные органы сообщила сама супруга погибшего. Сотрудникам, прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группы, женщина сообщила, что ранение она нанесла супругу во время ссоры на бытовой почве. Подозреваемая была доставлена к следователю, где дала показания об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время в отношении подозреваемой будет избрана мера пресечения. Жительница Алдана стала жертвой мошенников. Она рассказала, что ей на рабочий телефон позвонил мужчина и сообщил о предстоящей совместной проверке Роспотребнадзора из Якутска и Москвы. Звонивший рассказал, что комиссия проверяет образовательные учреждения на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. После якобы совещания мужчина снова позвонил ей и сообщил, что нужно организовать доставку цветов для членов комиссии и пообещал вернуть деньги по приезду. При разговоре мошенник ссылался на действительных должностных лиц района в сфере образования. В течение дня мужчина звонил ей несколько раз и информировал о ходе якобы проводимой проверки в других учреждениях и все время выражал надежду на успешное ее прохождение. Через некоторое время женщине позвонили якобы с доставки цветов и сказали, что нужно оплатить букеты. Поверив аферистам, потерпевшая перевела на указанные реквизиты карты 17 500 рублей. Затем, когда злоумышленник стал расспрашивать про организацию стола, у нее возникли сомнения. Она позвонила своим коллегам и узнала, что такой комиссии не существует. Следователи проводят проверку по факту гибели 2 мужчин на озере Талая в Якутске. По информации Следственного комитета, ночью 28 сентября в районе кинотеатра «Синема Центр» съехала машина Toyota Corona, из салона которой никто не выбрался. Одного мужчину удалось извлечь из воды водолазом, второго погибшего, находившегося в салоне, извлекли из озера вместе с машиной. Проведен осмотр места происшествия, автомобиля и тел погибших. Устанавливаются их личности, а также очевидцы произошедшего, говорится в сообщении Следкома. Для выяснения причин смерти мужчин будут организованы судебно-медицинские экспертизы. 1 человек погиб и 2 пострадали при столкновении большегрузов в Якутии. Большегрузы «Вольво» и «КамАЗ» столкнулись на 633-м километре федеральной автодороги Колыма в Тампонском районе республики. Установлено, что утром на дороге 29-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, следуя из Чурапчинского района в сторону поселка Усть-Нера Аймиконского района, не учел скоростной режим и запыленность, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомашиной «Вольво» с полуприцепом цистерной под управлением 21-летнего мужчины, говорится в сообщении ГИБДД. В результате происшествия водитель КамАЗа от полученных травм скончался на месте автоаварии. Отмечается, что в салоне большегруза находился 53-летний мужчина-пассажир. Он получил травму головы, госпитализирован в реанимацию в больнице поселка Хандыга Тампонского района. Водитель «Вольво» получил перелом руки и ему назначено амбулаторное лечение. Проведенное освидетельствование на алкоголь показало отрицательный результат у пострадавших мужчин. Материалы по факту ДТП переданы следствию.
В Новосибирске горит гостиничный комплекс «Император». По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении задействовано 50 пожарных и 16 единиц специализированной техники. Тушение осложняется из-за стройматериалов, которым облицевали здание. Все они очень горючие, сообщают очевидцы. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.